Этот праздник для них, для детей с ограниченными возможностями здоровья. Первой и основной задачей мероприятия является социальная интеграция, для того, чтобы ребята смогли пообщаться со сверстниками. А началась праздничная встреча чтением сур из Священного Корана юными хафизами. После детей ждала викторина из 21 вопроса на тему «Религия». Для того, чтобы дать ответ, необходимо поднять руку. В противном случае ответ будет аннулирован, даже если он и является верным. За каждый правильный ответ участнику дается 1 балл. Сколько лет было пророку Мухаммаду, саллаллаху алейхи вассалям, когда умер его отец? Ответы были разные, как правильные, так и неправильные. Несмотря на ошибки, ребята очень старались. У каждого из присутствующих была цель набрать максимальное количество баллов и одержать победу в исламской викторине. После подсчета голосов сильнейших из ребят наградили почетными грамотами. На 2 вопроса ответила правильно, а еще на нескольких вопросах пыталась ответить. Но, правда, мою руку никто не заметил. Для меня кажется, это очень нехорошо, что я 3-е место получила. Стыдно, так скажем. К примеру, приданное госпожи Хадижи. Я думала, она подушку собрала или что-то такое, а оказывается 20 молодых верблюдец. Возможность проявить свои таланты и способности в атмосфере добра и поддержки укрепляет уверенность в себе и помогает преодолеть стеснения и страхи, которые у детей с ограниченными возможностями здоровья, как правило, ярко выражены. Одним из победителей стал Мухаммад Нальгиев. Своим результатом доволен. Было несложно, делится парень. Были легкие вопросы, например, во сколько лет, до скольки лет пророк, саллаллаху алейхи вассалям, был у Халимы? Во сколько лет у пророка, саллаллаху алейхи вассалям, умер дедушка? Во сколько лет была совершена первая поездка пророка в Шам? Приглашение на мероприятие было роздано более 40 семьям, часть из которых по личным причинам не смогли прийти. Но возможность сделать это у них еще будет. Основная цель таких сборов – разрушение стереотипов и формирование более толерантного отношения к людям с особенностями здоровья. Нелегко бывает людям из числа инвалидов в том, чтобы дальше жить, развиваться, быть полноценными членами общества. И если взрослым настолько сложно, то детям это в кратном размере. Я бы хотел выразить благодарность всем тем неравнодушным людям и предпринимателям, которые сегодня помогли нам в этом деле. Все-таки, проводя такие мероприятия, необходима бывает разносторонняя помощь. Хотелось бы сказать спасибо и большую благодарность выразить всем тем, кто сегодня помогли нам в проведении этого мероприятия. Ребята весело, а главное с пользой провели время. По окончании праздника каждого ждали подарки со сладостями. Мадина Цора, Мавладгирия Хильгов, Магаз 24.